Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Пшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. Продолжаются командно-штабные учения Министерства обороны Абхазии. Очимчирский район имеет все шансы стать популярным туристическим направлением. Культурно-благотворительный фонд Ашана подвел итоги работы за прошедший год. Мусульмане Абхазии вместе с единоверцами во всем мире в эти дни празднуют Ураза-Байрам. В мечетях Сухума и Гудауты прошли праздничные молитвы по случаю окончания месяца Рамадан и начала трехдневного праздника Аура-Чаранохе. С праздником мусульман Абхазии поздравил президент Аслан Бжания. Испокон веков народ Абхазии отличали веротерпимость и уважительное отношение ко всем конфессиям. Вклад верующих в распространение истинных ценностей и морально-нравственное воспитание молодежи невозможно переоценить. Дорогие сограждане, последователи ислама, пусть ваши молитвы и покаяния будут приняты, пусть Всевышний бережет всех нас, отмечается в поздравлении главы государства. Продолжаются командно-штабные учения Министерства обороны Абхазии. На общевойсковых полигонах прошел этап боевой стрельбы. Были задействованы органы военного управления, вооруженных сил, соединения и части резерва, формирование территориальной обороны, комплектующие военные комиссариаты. Результаты учений в репортаже Лауры Капш. Направление ориентира 8. На удалении до 5 километров от переднего края обороны. Наблюдают движение противника в колонии силами далекого пехотного батальона. Розыгрыш этапа боевой стрельбы при участии всех привлекаемых и взаимодействующих подразделений, разведывательных и ударных беспилотных аппаратов, артиллерийских и авиационных сил состоялся в рамках командно-штабных учений и стал очередным этапом широкомасштабных учений. В любую погоду бойцы изучают методику и приемы стрельбы. Они вспоминают все, чему обучались ранее, доводя движение до автоматизма. И все это под руководством военнослужащих с большим боевым опытом. В учениях задействованы органы военного управления вооруженных сил, соединения и части резерва, формирование территориальной обороны, комплектующие военные комиссариаты. Как вы видели, сегодня на полигонах Министерства обороны были проведены один из этапов командно-штабных мобилизационных учений, на которых были отработаны учебные вопросы касаемо боевой подготовки, по предметам боевой подготовки. Поставленные цели были выполнены в полном объеме. Хотелось бы отдельно сказать, что раньше такого масштаба учения не проводились, это впервые. В будущем мы будем только наращивать и проводить более крупномасштабно. В ходе боевой стрельбы были совершенствованы навыки ведения боя из всех видов штатного вооружения и приданных средств по условному противнику. Военнослужащие показали высокую индивидуальную подготовку и продемонстрировали высокий уровень слаженности подразделений. Видно дух воина. Дух, тот, который был 30 лет тому назад, оно остается, и есть надежда, что оно всегда останется у нашего народа. Сегодня еще раз показали наши резервисты, что достойные воины, достойные люди, патриоты своей родины. Хочу выразить всем большую благодарность за принятие участия, за дисциплину. Боевые стрельбы стали завершающим этапом боевого слаживания и огневой выучки подразделений в целом, командиров, штабов и личного состава. Подразделения, выполнив поставленные задачи, продолжают активно выполнять другие специальные задания в рамках данных учений. Лаура Капш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Самый перспективный район в плане развития туризма. Министр туризма Тимураз Хишба посетил Очимчирский район и встретился с главой администрации Бесланом Бигвава. Поездка организована в рамках комплекса мероприятий по подготовке к туристическому сезону. Подробнее в репортаже Сарии Кварцхелия.
Восточная Абхазия богата уникальной архитектурой, историческими и природными достояниями. Туристическая индустрия здесь не так развита, как в западной части страны. Тем не менее, район привлекает туристов, количество которых за последние несколько лет заметно растет. Приветствуя гостей, глава Чимчирского района Беслан Бекбаева отметил, что в районе недавно был создан отдел туризма. В прошлом у нас район в основном занимался сельским хозяйством и производством. Туризм – это новая у нас такая история. И мы в этом направлении пытаемся двигаться, не отставать. Но пока есть ряд вопросов, которые мы пытаемся решить. Начальник отдела туризма по международным связям и СМИ администрации Чимчирского района Дмитрий Кубахи рассказал, что на протяжении 30 послевоенных лет в районной администрации не было даже специалиста по туризму. Этой отраслью целенаправленно никто не занимался. В прошлом году в преддверии летнего туристического сезона составили и напечатали около 2000 туристических буклетов, в которых указаны все знаковые места Чимчирского района: термальные источники, пещеры, центр города. Буклеты раздали на КПП ПСУ в Гагре, Гудауте, Новом Афоне, чтобы туристы могли ознакомиться с ними. Помимо этого, в районе появился герб и начали отмечать День города. А в центре Ачимчиры установили Wi-Fi. Любой желающий сможет им пользоваться бесплатно. Установили камеры онлайн-трансляции, в таких знаковых местах города. Это центральная набережная, это центр города. Установили всепогодную акустическую систему на центральной площади города. Для чего это было сделано? Она стационарная, она не убирается, это очень качественная музыка, звук, для проведения различных мероприятий. В этом году мы планируем такую же систему установить на протяжении всей набережной центральной города, чтобы туристы и жители района, находясь на набережной, могли одновременно слушать текущие новости, и при этом фоновую музыку, чтобы им было в этом плане, как-то комфортно. Министр туризма Теймураз Хижба отметил, что Ачимчира для него особый город, так как большую часть своего детства он провел здесь на спортивных сборах. В послевоенное время в районе уделяли большое внимание футболу. У вас прекрасное море, у вас прекрасная набережная. Я вам более хочу сказать, что тот объект, который построен на территории Ачимчирского района, благодаря усилиям лично президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжаня, там Меж-Вилледж уже пользуется большой популярностью, и он показал то, что Ачимчирский район востребованный для наших гостей. Мы здесь с миссией прежде всего такой, чтобы посмотреть те объекты, которые у вас есть, и по возможности оказать поддержку со стороны государства. И у нас есть определенные рычаги, в том числе и работа с крупнейшими туроператорами России, турагентствами, которые работают не только для перевозки отдыхающих на отдых, но и для экскурсантов одного дня. Мы, конечно, надеемся, что в ближайшее время будет открыт аэропорт, и это будет очень мощным толчком для развития юго-востока Абхазии. После встречи в администрации министр с главой района осмотрели Ачимчирскую набережную, где ведутся ремонтные работы. Уже уложена тротуарная плитка на протяжении 700 метров. Из новшеств последних лет – стильные лавочки, красивые зеленые насаждения и освещение. Все было перекопано, перепахано, освещения не было, корни деревьев торчали. Вся наша действительно бутылки, мусор, свалка была. И вот мы ее в том году начали осваивать. И также до сих пор осваиваем. Сейчас мы дойдем до конца, до бывшей погранзаставы, брусчаткой, а потом будем двигаться в эту сторону. В сторону 16-этажки уже тоже всю набережную положим. Здесь порядка 700 метров, там еще будет 800 метров. Я хочу дальше ее продолжить, чтобы у нас набережную довести до 5 километров. Это мы сделали, наверное, за 6 месяцев. По прошлому году. Сейчас вот буквально пару недель назад начали опять докладывать ее до конца. Мы бы сделали бы быстрее, но не успевают подавать материалы, плитку кто нам производит. Но сейчас вроде бы нашли подрядчика, который это нам быстрее будет делать. Надеемся, что за месяц мы дойдем до конца и переключимся на эту сторону. То есть до начала сезона, да? Ну, эту сторону вот закончим, эту сторону, да. Рядом с центральным стадионом на набережной завершается строительство открытой площадки, где будут установлены современные тренажеры и снаряды. Также будет сооружен навес, чтобы можно было заниматься в любую погоду. Покрытие будет резиновое, на ней уже и покрытие приобрели. Вот так развиваем. Дальше у нас будет, это секрет, потом увидите. И, соответственно, дальше уже будет парковка для
зрителей, которые будут проходить, болельщики. Прошлым летом немногие объекты размещения Чимчирского района, в том числе частный сектор, были заполнены практически на 100%. А уже совсем скоро распахнет свои двери 16-этажный гостиничный лечебно-оздоровительный комплекс, расположенный на въезде в город. Объект будет работать круглогодично. Здесь потолки подшиваются, как видите, тут уже, в принципе, пол везде, плитка, все готово. Ну, я так понял, значит, ванные будут, процедуры соляные, массажные. Массажные, да. Там оборудование все стоит, уже завезено. Уже оно. Медицинское. Пока, да, мы просто его не завозим, пока пыль. Сейчас все уберем, когда все будет готово, и мы заносим, расставляем оборудование. Ну, рассчитано на круглый год. Да, конечно. И вот вода будет горячая поступать, пойдемте там покажу бассейн. На территории оздоровительной базы будет 2 бассейна. Один с морской водой, а другой с термальной. Такого туристического центра в Очимчире еще не было. Для бюджета района это дополнительный источник доходов, а для местных жителей – новые рабочие места. Неважно, сколько у нас будет отдыхающих. Неважно, 1-2 человека будут, но люди будут работать. Только по приготовлению и подготовке к приготовлению пищи будет работать 20 человек. Вот. И работа у них будет всесезонная. А персонал где будете набирать? Персонал здесь местный, где всех, кто приходил, мы записывали, это будет отбор. Есть лучше, уже, да? Да, в списке просто огромные, прошли собеседования люди, которые... Уже местные девочки работают, вы можете подойти и посмотреть. Кухня, она абсочи, собственно, абсочи, аланза, любой асалаги, она срцхраб, бессвет, аланза кухня, аланза, хочет гехар схрарами, захиндиру собачи. Шабатвио шара? Сарагуб, ворчала бисавет, губ побаханс. Аланза гадра бисунда усызуан. К зданию уже проведены все необходимые коммуникации. На верхних этажах полностью оборудованы санузлы. С 16 по 11 этажи практически все готово. Повешены даже шторы. Технички занимаются уборкой помещений. Также устраняются мелкие недоделки. Первый и второй этажи готовы под поклейку обоев, но это будет сделано в последнюю очередь, так как в здании пока что приходится заносить различные материалы. В скором времени привезут и мебель. 287 номеров, но они двойные, где по раздельной кровати, где там по потреблению. Есть люкс номера. Мы стараемся все это сделать пораньше. Вот. И сроки во многом зависят от погоды. Очень в этом году нас подвела погода. А так ребята работают. Осмотрев гостиничный комплекс, министр туризма Теймураз Хижба отметил, что объект даст импульс для развития туризма в районе, и его значимость трудно переоценить. Получается около 600 койко-мест. Значит, это большое количество людей для Очамчира. Но я думаю, самое главное, что на территории данного объекта будет работать больнично-лечебный комплекс, который будет принимать не только постояльцев данного отеля, но и всех желающих. То есть люди могут приезжать в Очамчир, в Очамчирский район, проживать в том числе и в частном секторе, ради того, чтобы приходить сюда на процедуры. Таких объектов в Абхазии всего лишь несколько. И с уверенностью можно сказать, что этот объект имеет значимость не только для Очамчирского района. Этот объект, когда будет запущен, будет иметь статус республиканской значимости. В преддверии курортного сезона Минтуризма продолжит проводить инспекционные поездки по всем районам Абхазии. Сария Кварацхеля, Рамо Камке, Абхазское телевидение. В преддверии приближающегося курортного сезона выездное совещание в УВД Гудаутского района провел министр внутренних дел Вальтер Будба. Министр поставил перед сотрудниками ряд служебных задач. Подробнее в материале пресс-службы МВД. Министр внутренних дел Вальтер Будба провел выездное совещание в УВД Гудаутского района. Участие в совещании приняли заместитель министра Беслан Чкадуа, руководство и личный состав отдела внутренних дел Гудаутского района. Министр Будба поставил перед сотрудниками ряд задач в преддверии приближающегося курортного сезона. Команда у вас хорошая, работоспособная. Задачи, которые перед вами стоят, вы имеете возможность выполнить на должном уровне. Осталось
довести до хорошего уровня вашу самоотдачу. В этой связи хотел бы сказать, что мы все понимаем, что по прогнозам в этом году число отдыхающих будет высоко. Большое количество людей приедет отдыхать, и хотелось бы, чтобы, уезжая отсюда, у них было хорошее впечатление. Большая нагрузка, отметил министр, ложится на милицию общественной безопасности. Вальтер Будба поручил сотрудникам активно работать на предупреждение преступлений. При всем понимании, я понимаю, что нагрузка большая, основная ляжет на вас, на профилактику. Значит, хотел бы, чтобы во взаимодействии с оперативными службами выстроили работу. Вы на местах знаете всех, вся. И там, где чувствуете, что ситуация может сорваться, докладывайте в оперативные подразделения, руководителям, соответственно, те при необходимости докладывают в центральный аппарат. Будем выстраивать работу. В связи с приближающимся летним турсезоном и в целях повышения качества и эффективности работы правоохранителей министром Будба принят ряд кадровых решений. Так, на должность заместителя начальника УВД по Гудаутскому району назначен подполковник Бинур Цейба. На должность начальника милиции города Новый Афон подполковник Игорь Барцыц. Его заместителем приказом министра назначен майор Рустам Цко. Министр Вальтер Будба отметил, что впереди у руководителей милиции непростое время и подчеркнул, что требует от сотрудников полной профессиональной отдачи. 1 мая мы уже должны войти в более такой режим сложный. И каждый день, каждую неделю, месяц мы будем некий срез проводить. Понятно, что в новых должностях некоторым людям может быть чуть-чуть не с руки. Поддержать мы поддержим, но от вас мне нужно просто отдача. Я хотел бы видеть, чтобы вы полностью себя отдали своим служебным обязанностям и чтобы достигали результата. Новый Афон у нас будет жарким. Работу там надо выстроить на должном уровне. Отдыхающих там будет много, туристов будет много лиц, которые будут приезжать буквально на один день. Но это также притягивает и криминальный элемент. Заместитель министра Беслан Чкадо поручил личному составу милиции общественной безопасности подготовить подробный план действий на грядущие майские праздники, а также усиленно подготовиться к летнему сезону. Значит, надо уже подготовить план расстановку на эти 10 дней. Вот эти майские, они будут для нас такие проверочные. Мы должны посмотреть всю расстановку, все эти планы предоставить в МВД, чтобы мы видели, где какие силы задействованы, какие места вы закрываете. Отдельная, наверное, проблема у нас будет Петарица. Туда нужно изыскать людей и по линии ГАИ, и другие службы задействовать. В ГАИ у нас есть проблемы с личным составом, но будем помогать центрального аппарата для того, чтобы там не было проблем, потому что большой поток людей, туристов, автобусы и так далее. В прошлом году проблемы были, но мы планируем провести встречу с руководством парка Лисинского, чтобы обговорить какие-то вещи по парковщикам и так далее, чтобы они тоже увеличили свой штат, помогли. Но мы должны друг другу помочь. Мы не хотим, чтобы из сотрудников ГАИ на рейсе делали парковщиков, и они занимались несвойственной им работой. Полковник Чкадо оценил работу ГАИ ОВД по Гудаутскому району на неудовлетворительно, отметив, что за 3 месяца текущего года в районе 3 погибших в результате ДТП. Беслан Чкадо подчеркнул, что в случае продолжения работы сотрудников на нынешнем уровне не исключены кадровые изменения. За 3 месяца, первые 3 месяца 2023 года результаты у нас не самые лучшие. Они сравнимы, сопоставимы с результатами прошлого года. И одни из худших в республике, чтобы вы знали. У вас 3 погибших за 3 месяца. Таких результатов нет практически нигде. Работу надо усилить, изыскать резервы. Мероприятия рейдовые, которые проводим, не надо превращать в формализм.
Подводя итоги совещания, министр Вальтер Будба подчеркнул важность взаимодействия всех структур милиции. Мы все делаем общее дело. Только в активной совместной работе мы сможем достичь нужного результата, резюмировал генерал-майор Вальтер Будба. В Сухуме простились с Сенером Гогуа. Видный общественный и политический деятель, репатриант, депутат парламента 4-го созыва, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Ахзапша 3-й степени Сенер Гогуа ушел из жизни после продолжительной болезни. Сенер Гогуа – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, политик, общественный деятель. Добродушный, отзывчивый, мудрый. Так говорят о нем друзья, коллеги и близкие. Его не стало 17 апреля в одной из московских клиник. Сенеру Гогуа было всего 52 года. Мы с Сенером Гогуа начинали лоббировать Абхазию в Латинской Америке еще до признания. Мы с ним проехали весь мир. Он активно участвовал вместе, это тоже все по работе с диаспорой и в Турции, и в Египте, и в Иордании, и в Сирии. Его заслуги перед Родиной огромные. Депутат парламента 4-го созыва, кавалер ордена Ахзапша 3-й степени, президент Международного фонда АПСНы. Сенер Гогуа оставил след в жизнях десятков, сотен и тысяч людей. Попрощаться с ним пришли члены правительства, депутаты парламента, политические и общественные деятели, представители научного сообщества, люди, которые знали Сенера Гогуа, и те, кого он поддержал в трудной ситуации. Имя Сенера, оно откликается эхом в сотнях судеб и тысячах судеб. Просто потому, что это человек, который незамедлительно, обязательно оказывал помощь, дарил веру, надежду, любовь. Лично в моем случае он подарил возможность создать центр образовательный, который сегодня обучает более 100 людей, который уже обучил более 1000. Этот человек создал возможность людям представлять Абхазию на международных конкурсах благодаря Академии. И, соответственно, мы получаем всеобщую известность именно благодаря таким людям. Несмотря на то, что человек ушел очень рано, именно потому, что он столько вложил в людей, он прожил не одну, а множество жизней. И это для меня, как и для многих людей, я уверена, единственное утешение. Сенер Гогуа родился 19 августа 1971 года в Турции, в семье потомков абхазских махаджиров. Он один из первых студентов-репатриантов, поступивших в Абхазский государственный университет, где и застигла его Отечественная война народа Абхазии. Сенер Гогуа воевал в отряде северокавказских добровольцев, а в 1994 году был назначен заместителем главы администрации города Гагра. Потом, уже в 1995 году, работал помощником директора Башаран-колледжа. В 2007 году Сенер Гогуа был избран депутатом парламента 4-го созыва. Он возглавлял парламентский комитет по связям с соотечественниками и также был председателем межпарламентского комитета дружбы и сотрудничества парламентов Абхазии и Венесуэлы. Он был ярким и неординарным человеком, личностью с большой буквы, видным политическим и общественным деятелем. Мы получили письма соболезнования, об этом надо сказать. Соболезновал бывший посол России в Абхазии Семен Григорьев. Посол Абхазии в Венесуэле Залахваджава прислал телеграмму соболезнования. Наш представитель Абхазии в Германии Хигла Амичба. Также поступили соболезнования от наших братьев в Иордании, в Турции, в Великобритании, в Египте, в Доминикане, да и вообще со всего мира. Я уже забыл, откуда мы получали мы смс, я знаю, вы тоже получали. Друзья наши из Ростова приехали, вся Россия, со всех городов, все пишут, соболезнуют. Спасибо всем большое. Но кроме многих регалий, наград и достижений, Сенер Гогуа запомнился множеству людей как человек отзывчивый, добрый и справедливый. Запомнился своей готовностью помочь и поддержать. Невероятный, улыбчивый, радушный человек. Причем это касалось любого человека, с которым он соприкасался. Это сразу откровение. Это сразу душа, которая открыта нараспашку. Он был человеком, который объединял вокруг себя. А это большой навык. Навык, который, мне все-таки кажется, дается от природы. Его невозможно наработать. Это человек, который создавал вокруг себя сообщество, причем в разных направлениях. Это было не одно какое-то. Это были люди, которым нужна была помощь в здоровье. Это были люди, которым необходимо было создать что-то, что является воплощением большой мечты. Настоящий патриот своей страны, человек с большой буквы, видный политик. Много удивительных, искренних и добрых слов звучит сегодня в адрес Сенера Гогуа.
Потеря таких людей, безусловно, невосполнима. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. К другим новостям. Международная акция «Сад памяти», приуроченная к 78-й годовщине Великой Победы, прошла в Ишерской средней школе. Участники акции, сотрудники представительства Россотрудничества, Дома Москвы и учащиеся высадили во дворе школы 35 деревьев в память об уроженцах республики, ушедших на фронт той страшной войны. Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена 3 года назад. «Сад памяти» поддержал и президент Российской Федерации Владимир Путин, высадив дерево у Ржевского мемориала советскому солдату. Цель акции – высадить по всей России и за ее рубежом 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. По подозрению в сбытии наркотического средства сотрудниками МВД совместно со службой госбезопасности задержан гражданин России. Подробности в материале пресс-службы Министерства внутренних дел. Сотрудниками УКОН Министерства внутренних дел совместно со Службой государственной безопасности Республики Абхазия в результате проведенных оперативных мероприятий в городе Сухум задержан гражданин России Козьев Борис Викторович, 1975 года рождения. В установленном законом порядке последний был подвергнут процедуре личного досмотра, в ходе которого выдал имеющийся при себе телефон и документы, а именно пенсионное удостоверение сотрудника МВД России, подполковника полиции Козьева, а также кошелек с банковскими картами. В кармане носимых брюк задержанного был обнаружен черный сверток с обмотанными красной изоляционной лентой пакетами, внутри которых содержалось кристаллообразное светлое вещество. В общей сложности сотрудники УКОН у гражданина Козьева изъяли 10 хранимых при себе свертков. При обследовании содержимого сотового телефона, изъятого у данного гражданина, выявлены элементы детальной фотофиксации 7 участков местности с определением координат геолокации в конкретное время съемки. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении гражданина Козьева проведено обследование жилища по месту временного проживания последнего в городе Сухум по улице Акертаба, где в шкафу гостиной и по совместительству спальной комнаты обнаружен чехол с боксерскими перчатками и полиэтиленовый пакет с электронными весами, в котором также содержались свертки в красной изоляционной ленте с расфасованным в пакеты светлым веществом. Изъято 11 аналогичных свертков. Также сотрудниками УКОН МВД установлено, что задержанный занимался распространением наркотических средств на территории Республики Абхазия путем так называемых тайных закладок. При обследовании участков местности по улице Казачья в районе Маякского кладбища города Сухум с участием самого задержанного, следуя координатам геолокации сохраненных фотографий в ранее изъятом у гражданина Козьева телефоне, были обнаружены 5 заизолированных свертков, которые не успели дойти до адресата. Посмотрим, куда нас проведет навигатор. На земле некая бутылка пластмассовая, стеклянная бутылка и камень. Давайте посмотрим, куда навигатор нас поведет. Обратите, пожалуйста, внимание. И вот видите на фотографии пластмассовая бутылка, также пластмассовая бутылка лежит. Бутылка пластмассовая из-под какого-нибудь медицинского препарата лежит. Стеклянная бутылка и камень. Под камнем на земле мы обнаруживаем изолированный желтой изолентой сверток. В общей сложности при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении гражданина Козьева изъято 26 свертков, содержащимся в них более 16,5 грамм вещества, как установлено в экспертно-криминалистическом центре МВД наркотическим средством метадон. Борису Козьеву вменяется незаконное приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта, равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследует Следственный отдел столичного УВД. Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения гражданину Козьеву в виде заключения под стражу. Продолжаются мероприятия по выявлению и пресечению деятельности по добыче криптовалюты. За прошедшую неделю в городе Учимчира выявлен 37 действующих
майнинг-аппаратов. В Гагре изъято 2 аппарата, в Сухуме 1 аппарат. Проверены ранее действующие объекты и частный сектор. В Сухумском, Ткварчалском, Гагарском и Гулрыбском районах нарушений не выявлено. Всего с 5 февраля по 20 апреля включительно обследовано 832 объекта, на которых было выявлено и изъято 1629 аппаратов по добыче криптовалют. 72 курса лечения 62 подопечным фонда и еще 16 миллионов рублей на лечение тяжелобольных детей. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» подвел итоги работы за прошлый год. На самые милосердные абоненты, а также партнеры и благотворители фонда были награждены специальными дипломами. Все детали у Эсмы Голландцы. Благотворительность происходит от 2 слов – благо и творить. Это акт доброй воли и открытого сердца, в которых нуждается человек в трудную минуту. Фонд «Ашана» – некоммерческая благотворительная организация, созданная бизнесменом Бесланом Шакаев в 2008 году. Ее цель – оказание помощи нуждающимся категориям населения, реализация социальных программ, духовное и нравственное развитие общества. Первое правило – это фонд для организации благотворительного процесса всегда будет стараться привлекать новых партнеров. Второе основное правило – это вся наша деятельность благотворительная всегда будет вестись абсолютно прозрачно. И мы должны будем и обязаны отчитываться за каждый рубль, который нам поступит. Эти 2 правила создали такое огромное доверие между нами с вами. И несмотря на мировые катаклизмы, в прошлом году, в 2022, была собрана сумма в 2 раза превышающая, нежели чем в предыдущие года. Изначально стояла задача, чтобы фонд работал на долгосрочную перспективу, и, конечно же, я всегда хотел и стараюсь выстроить такую структуру, которая будет работать и без меня тоже. 2022 год, как и всегда, был насыщен добрыми историями и благотворительными акциями. За это время было оплачено 72 курса лечения 62 подопечным фонда. В ходе акции «Спасем жизнь вместе» было собрано свыше 16 миллионов рублей. Сложнейшие операции, курсы реабилитации и диагностики, как в Абхазии, так и за ее пределами. И все это благодаря усилиям неравнодушных людей. Я хочу акцентировать ваше внимание на новом проекте фонда, который был запущен в прошлом году. Это медицинский проект «Здоровое поколение», реализуемый при поддержке Министерства здравоохранения Республики Абхазия. В рамках проекта мы приглашали местных специалистов, педиатров, акушер-гинекологов, которые проводили лекции по районам и городам Абхазии. Помимо того, в рамках этого же проекта был организован приезд бригад лучших врачей из Армении и России. Специалистами было обследовано свыше 350 детей. При поддержке фонда было оперировано 12 детей. За прошедший год было проведено 25 акций, благодаря которым фонд смог помочь многим детям. Среди них акция «Красивые номера» совместно с МВД, урок добра совместно с Министерством просвещения, акция «Добрый картофель», благотворительный аукцион во имя жизни и другие. За 3 месяца открытого аукциона были разыграны автомобильные номера на сумму 2 миллиона 898 тысяч рублей. Все средства были направлены на лечение подопечных фонда и на организацию медицинских акций. Как и в предыдущие годы, в 2022 году во всех школах Абхазии прошли уроки добра. Важно отметить, что урок добра не направлен на сбор средств родителей. Но несмотря на этот посыл, в 2022 году от всех школ Абхазии на все счета фонда поступило свыше 1 миллиона рублей. Сбор проходил от юридических и физических лиц, ящиков для пожертвований, СМС-сообщений, электронного кошелька и мобильного приложения. Партнеры фонда, сотовые компании «Амобайл» и «Аквафон» наградили самых милосердных абонентов, тех, кто за год отправил наибольшее количество СМС. Все эти сборы стали возможны отчасти благодаря размещению информации партнерами фонда. На протяжении многих лет ими остаются АГТРК, Абазар
Медуза ТВ, Спутник Абхазия и другие информагентства. Административно-хозяйственная деятельность КБФ «Ашана» осуществлялась за счет средств учредителя и, конечно же, партнеров. Среди них компания «Премиум», магазин «Харзаман», пивоваренный завод «Сухумский», «Гарант-банк» и «Сухумбанк», интернет-провайдер «Система» и многие-многие другие. За 11 лет столько людей откликнулось на призыв фонда «Творить добро». Ведь, помогая, мы делаем мир чуточку лучше. Эсма Голанзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Понедельник, 24 апреля, в Абхазии объявлен выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Александр Анкваб в целях обеспечения прав граждан в реализации религиозных традиций. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 22 и 23 апреля на территории Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу временами слабый дождь, гроза, туман. В воскресенье преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 8-13, днем 14-19 градусов. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.